Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 23 по 29 марта 2020 года для скорпионов. Будем делать прогноз на метафорической колоде, на цыганской и на таро. Основные события на эту неделю для скорпионов. Замечательная карта шестерка жезлов, отношения четверка кубков, работа, старший аркан суд и денежки, финансы, двойка мечей. Достанем сразу дополнительные карты из цыганской колоды. 3 карты на отношения. Три карты на работу. 2 карты на финансы. Так, основная карта шестерка жезлов, карта победы, карта достижений. Причем, когда наши достижения, они связаны с другими людьми, когда они нам помогают, когда они участвуют в наших делах. То есть здесь карта говорит о том, что нужно быть благодарными, не нужно приписывать все удачи, победы себе, нужно обязательно разделять вот то, что происходит хорошее в вашей жизни, с близкими людьми, с теми людьми, которые участвовали в том, что вот в жизни происходит. Шестерка жезлов для скорпионов – это, конечно, карта, которая говорит о каком-то продвижении, скорее всего, в деятельности, в карьере, да. Может быть, карта говорит о том, что будет какая-то значимая поездка. Здесь все-таки у нас транспорт изображен, да, и которая увенчается как раз успехом. Шестерка жезлов, она у нас связана астрологически, это Юпитер во Льве. А Лев – это победа, когда мы себя демонстрируем, когда мы очень ярко проявляем свою индивидуальность. А Юпитер – это удача. Это расширение наших возможностей. Здесь у нас действительно могут быть какие-то подарки судьбы. Кстати, денежная сфера тут тоже может выходить на первый план, тоже могут быть поступления денежные по этой карте. Для отношений выпадает четверка чаш. Карта говорит о том, что, скорее всего, в отношениях будет период, когда нужно будет помириться или отдохнуть, или, в общем, не сдвигаться особо вот с той точки, которая сейчас у вас в отношениях присутствует. Четверка чаш. Это вот астрологически связано с Луной в Раке, да, то есть это вот карта такая домашняя, когда мы расслабляемся эмоционально, когда мы готовы рассказать обо всем, что на душе своим близким. В общем, карта такая действительно для дома, для семьи, для отношений очень хорошая. И для тех, у кого еще нет пары, семерка бубновая в дополнение к основной карте говорит о том, что вы можете вот найти как бы свою половинку во время какого-то общения. Может быть, это будет общение как раз связанное с каким-то торжеством семейным, но это какое-то такое тихое торжество, да, когда собираются только близкие люди, которых вы уже хорошо знаете, и вот как-то вы можете познакомиться там с человеком, который вам действительно очень хорошо подходит. Либо это может быть человек просто по душе вам очень подходящий, то есть вы одинаково чувствуете, вы одинаково смотрите на мир, может быть, у вас одинаковые хобби, одинаковые увлечения, может быть, вы учитесь вместе, да, вот здесь вот есть такая возможность для встречи. Для тех, кто в паре, в отношениях присутствует еще и ребенок, если у вас дети есть, да, и вы, может быть, решаете и его проблемы. Может быть, ребенок дома, да, может быть, у вас отпуск, и вы как-то всей семьей собираетесь. Может быть, здесь решаются вопросы, как раз связанные с детьми, так как у нас карта четверка чаш связана с Луной, с домом, да, вполне возможно тут вопросы зачатия, вопросы рождения детей и так далее. Ну и также любые вопросы, связанные с общением, пониманием между нами и детьми, между родителями и детьми.
А также хорошая карта для того, чтобы быть очень искренними, открытыми. Если что-то беспокоит, сразу обо всем говорить и стараться вот очень мирно жить и договариваться обо всем. Для тех, кто в ссоре. Тройка бубновая в дополнение говорит о том, что, скорее всего, будет какой-то результат уже у вас. Скорее всего, либо вы уже разговаривали со своим партнером, с которым были в ссоре, и у вас уже какие-то первые результаты появились, либо на этой неделе есть возможность договориться, помириться, да, и вот возвращение ваших отношений на этой неделе возможно. Для работы выпадает карта старшего аркана, суд. И эта карта говорит, конечно же, о том, что могут происходить какие-то глобальные перемены. Либо здесь получение какого-то результата вот по проекту уже готовому. Либо здесь возможность есть проявить себя, проявить свои способности творческие, как-то заявить о себе в коллективе. Карта говорит о том, что очень успешно будет выступление, да, или влияние на других людей при беседе, особенно когда это как бы какие-то выступления, связанные, может быть, с влиянием голосом, да, вот словами на других людей. То есть здесь вот очень возможно будет хороший успех. Хорошее время для рекламы, хорошее время для того, чтобы начинать какой-то важный проект второй. Вот у вас есть уже одно, да, и ну, то, чем вы занимаетесь, и какой-то второй проект хорошо бы начинать по этой карте. Ну, в общем, карта это очень серьезная, она также связана с юридическими делами, судами, но здесь у нас как высший суд идет, может быть, действительно для тех, кто работает вот в судах, в юриспруденции, это очень важное время для того, чтобы как-то заявить о себе, продвинуться, получить повышение и так далее. Для тех, кто решает какие-то вопросы, связанные с юридическими делами, с судами, да, вот для тех, кто работает в этой сфере, тоже хорошая возможность для того, чтобы решать какие-то важные вопросы. Старший аркан – это всегда как бы серьезное, поворотное время. Это судьба очень сильно вмешивается в нашу жизнь, и действительно здесь может быть восстановление в должности, здесь может быть, допустим, получение какой-то новой должности, может быть улучшение материального положения, возвращение какой-то более высокой зарплаты. Здесь очень много может быть каких-то моментов очень серьезных, которые влияют на нашу деятельность глобально. Для тех, кто ищет работу, четверка червовая говорит о том, что нужно как можно больше о себе заявлять, нужно использовать связи, говорить со своими близкими, говорить о себе, да, как о человеке, вот, который хочет себя проявить. Реклама. Здесь много должно быть обязательно обращений в те организации, которые вот вас интересуют. Но пока что на этой неделе еще не продвигается ситуация, скорее всего, она стабильная, но в ближайшее время есть возможность все поменять. Просто эта неделя очень важна для того, чтобы как можно больше о себе заявить, как можно больше информации о себе дать. Для тех, кто работает, пятерка бубновая говорит о том, что, скорее всего, какой-то будет кризисный момент в деятельности, и либо придется менять работу, либо придется уходить на какое-то другое направление, может быть, в той же самой компании, либо здесь будет принятие какого-то важного решения по повышению квалификации, обучению, да, может быть, вот этот момент кризиса как раз на этой неделе может закончиться. Вы получите какой-то результат, вы получите какой-то вердикт, разрешение и так далее. То есть какая-то информация придет важная, и вы как бы успокоитесь. То есть ваш вот этот внутренний кризис, он может подойти к завершению. А для тех, у кого свое дело, выпадает дополнительно туз бубновый. Карта говорит о том, что вот эти все изменения будут связаны, скорее всего, с деньгами, с открытием какого-то нового источника дохода, с получением больших доходов. Здесь может быть выигрыш в суде какой-то, прояснение какой-то важной ситуации.
Кроме того, здесь, если у вас были какие-то проблемы с бизнесом, либо вы боялись, что у вас может что-то не получиться, да, вот карта говорит о том, что все получится, все восстановится, вы восстановите свое влияние, будут деньги, будет закончен какой-то важный проект, будет получено вознаграждение, договор какой-то будет заключен, то здесь все хорошо. Для финансов выпадает двойка мечей, карта довольно-таки противоречивая, она может показывать как невозможность дохода на этой неделе, так может говорить и о том, что вы можете договориться, да, то есть у нас здесь двойка мечей, она карта неоднозначная. Двойки, они всегда имеют как минимум два значения, два результата. В данном случае это у нас Луна в Близнецах астрологически, да. Близнецы – двойственный знак, когда нам трудно принять решение, либо когда нам приходится действовать сразу в двух направлениях. А Луна – это то, что от нас скрыто, то, что мы не можем видеть, да. Может быть, это откладывается время какое-то, да, вот для получения финансов. Но в любом случае здесь будут задержки. Либо придется действовать сразу в двух направлениях, да, открывать второй источник дохода. Но здесь еще пока что доход к нам не приходит, мы можем только на него работать. Для тех, у кого зарплата, здесь карта рекомендует срочно начинать что-то важное, да, вот если, допустим, вам предлагают новую должность, нужно соглашаться, действительно будет хорошая перспектива в этом. Если нужно сделать какой-то выбор, либо согласиться на второй проект, нужно соглашаться. Вот эта карта очень быстрых, решительных действий, когда мы даем себе отчет в том, что мы делаем, и когда мы как бы логически все рассудив, принимаем быстро важное решение. То есть здесь самое главное без промедления все это делать. Вот если вы будете слишком долго думать, то потеряете и деньги, и потеряете новую возможность. Для тех, у кого свое дело, может быть действительно выигрыш какой-то. Карта говорит о том, что нельзя надеяться на то, что мы не заслужили. То есть, если мы когда-то вкладывались в какое-то дело, мы вполне можем получить оттуда какую-то прибыль, какой-то результат. Кроме того, эта карта говорит о том, что может быть действительно начато какое-то новое направление, причем идея придет совершенно неожиданно. Может быть, это будет связано с каким-то риском, да, но здесь нужно хорошенечко все обдумать. А для совета возьмем колоду метафорическую, посмотрим, что посоветует колода скорпионам. Вот, карта уныния, да, карта, когда мы сидим и ничего не делаем, опустили руки, и у нас в воображении как бы не сбывшиеся наши мечты. Карта говорит о том, что нельзя ни в коем случае поддаваться унынию, нельзя сейчас сожалеть о том, что не произошло, что могло бы произойти, что мы не получили в результате. Нужно брать себя в руки и как бы ноги в руки, да, и нужно начинать двигаться. Обязательно что-то нужно сделать на этой неделе для того, чтобы у вас изменилось настроение, чтобы удача к вам повернулась лицом. У вас, тем более, очень много важных карт, которые как раз вот вас на удачу настраивают, но без должного настроя, без должного вашего состояния вы не сможете этим воспользоваться. Поэтому карта рекомендует ни в коем случае не поддаваться какой-то панике, да, ни в коем случае не сидеть, не бездействовать и не быть в нерешительности. Нужно просто браться за дела и идти к своим целям. И вам тогда помогает вся жизнь. Открываются какие-то очень важные возможности и перспективы для скорпионов на эту неделю. Друзья, всего вам доброго, пусть самое лучшее сбывается, и до новых встреч!